Он появился. Тот, кого боялись назвать. О нем шептались в монастырях, спорили в кабинетах, искали в тайных архивах. Его приход был предсказан и проклят одновременно. Его фигура переворачивает все – власть, веру, историю. А самое страшное – он уже среди нас. Белый царь – это не миф, это реальность, и она наступила. На Афоне зафиксировано: мальчик с царской кровью уже среди нас. В тайных дневниках монахов тревожная весть. В пророческих записях дата, от которой леденеет кровь. А в кругу старцев Афона, вдали от цивилизации, под сводами затуманенной молитвой кельей, давно произнесено имя, но не вслух, не при посторонних, только шепотом, только избранным. Он рожден. Он уже здесь. Его называют по-разному, но в пророчествах только одно имя – Белый царь. Нет, это не художественный образ, не сказка и не легенда, это предупреждение. И вместе с тем надежда. Те, кто изучал древние откровения, бьют тревогу. Все, о чем говорили старцы, начинает сбываться прямо на наших глазах. Совпадения слишком точные, слишком острые, слишком синхронные. Мальчик с царской кровью. Кто он? Где он? И почему именно он должен изменить весь мир? Ответы в рукописях, хранившихся десятилетиями под замками, в записках, с которых сдувают пыль лишь немногие, в видениях, которые долго считались мифами, а теперь пугающе материализуются. Старцы говорили о нем давно, но только сейчас пророчество оживает с такой точностью, что становится страшно. Согласно ряду источников, в 2025 году человечество войдет в фазу, которая уже получила негласное имя – точка перелома. Именно в это время на мировой арене появится тот, кто станет символом перерождения. Не политик, не монарх, не военачальник, а тот, кто был избран заранее, по крови, по духу, по тайному замыслу, известному лишь немногим. Старец Стефан с Афона – фигура почти мифическая. Он не искал славы, не давал интервью, не стремился к почестям. Но его слова сегодня цитируют как приговор. Именно он впервые предсказал: в 2025 году произойдет событие, которое расколет человечество на две части – тех, кто примет, и тех, кто отвергнет. И тогда начнется отсчет. Его рукописи пугают своей точностью. В них упоминание мальчика, чье происхождение долгое время было скрыто. Утверждается, его род не прервался. Царская линия жива, и этот ребенок – ключ к неизбежным переменам. Но он не просто потомок, он проводник. Его задача не царствовать, а преобразить. Вначале Россию, потом все человечество. Внутри России назревает нечто странное, незаметное для глаз, но отчетливо ощутимое. Что-то сдвинулось, что-то приближается. Необъяснимое напряжение в воздухе. Ледяная тишина перед чем-то громким. Это не политика, это энергия. Коллективное предчувствие. И в эпицентре пророчество о Белом царе. Стефан был не единственным, кто это предсказал. Серафим Саровский еще задолго до 20 века говорил о возвращении, которое случится не тогда, когда будет звано, а тогда, когда будет забыто. Все они указывали на один и тот же год – 2025. Один и тот же вектор – Восток. Один и тот же символ – фигура без имени, но с абсолютной миссией. Сейчас это звучит как фантастика. Завтра может стать реальностью. Люди чувствуют. Привычный мир трещит по швам. Старые правила не работают. Система рассыпается. И в этой общей сумятице как будто зреет что-то совершенно иное. Что-то новое. Что-то уже запущенное. Источники утверждают,
Появление Белого Царя не будет сопровождаться фанфарами. Он не выйдет в эфир с изъявлением, не появится на телевидении. Он просто начнет действовать. Его влияние сначала будут отрицать, потом бояться, а затем пытаться уничтожить. Но поздно. Машина запущена. Пророчество включено. Тайные круги уже обсуждают необычную активность вокруг темы преемственности. Не на официальном уровне, а на полутеневом. Там, где ведут разговоры, которые никогда не попадут в новости. Там, где не задают лишних вопросов. Где уже понимают, кто-то знает больше, чем говорит. Может быть так, что мальчик с царской кровью уже среди нас, что он уже готовится к выходу. Может быть, он пока молчит. Может быть, он не подозревает о своей роли или делает вид, что не знает. Но что, если время пришло? 2025 год. Все пророчества сходятся именно здесь. Все напряжение кристаллизуется в этом моменте. Все внимание должно быть направлено туда, где скоро появится он. Белый царь. Не царь по титулу. Царь по сути. Старец Стефан – фигура, которую тщательно замалчивали, потому что его предсказания неудобны. Они слишком точны, слишком прямолинейны и, главное, абсолютно непредотвратимы. Кто он такой на самом деле? Откуда у простого монаха из Афона доступ к тайнам будущего, которые не могут предсказать даже самые продвинутые аналитики? Почему именно его слова сегодня цитируют не только верующие, но и те, кто всю жизнь держался от религии подальше? Ответ пугает. Стефан не был ученым, не был пророком в привычном понимании. Он не искал славы, не давал интервью, не собирал последователей. Его никто не знал до поры до времени. Все изменилось после того, как в монастырских архивах были найдены его тетради. Скромные, с выцветшими чернилами, но в каждой строчке как будто зашифрованный код эпохи. Там нет поэзии, нет философии. Там холодный прогноз. Срок, события, последствия. Он писал: «В год, когда будет нарушен порядок времен, на Востоке восстанет тот, кто будет не узнан сразу, но в его взгляде будет свет, которого не было столетиями». 2025 год у Старс упоминается не один раз. Он называет его годом пробуждения, годом перехода, годом испытания совестью. И каждый раз это не метафора, а конкретная веха. По словам старца, именно тогда в мир войдет фигура, которую сначала посчитают незначительной, но именно за ней наступит эпоха перемен. Стефан утверждал, его нельзя будет выбрать, его нельзя будет поставить. Он сам поднимется не за счет власти, а за счет истины. Эти строки сегодня обсуждаются даже в закрытых религиозных кругах, потому что слишком многое уже сбылось. Он предсказал утрату доверия к институтам, массовое охлаждение веры, появление псевдоучителей и, самое страшное, период всеобщей тишины перед громом, когда людям покажется, что все застыло, но в этот момент, говорил он, произойдет поднятие завесы. Стефан предупреждал: Белый царь появится тогда, когда надежда будет практически исчерпана. Он не предложит революции, он не поднимет знамя, но его слово войдет в умы как гвоздь, без крика, без принуждения, просто потому, что оно будет правдой. Он писал, что в момент появления Белого царя земля будет гудеть под ногами, но люди не услышат. Он описывал это как волну, которая пойдет не по воде, а по уму. Он верил, что сначала люди не поверят, потом испугаются, а потом начнут пробуждаться. Он уже здесь. Как выглядит тот, кого боятся назвать? Описание Белого царя от старца. Он не будет похож ни на одного из тех, кого мы привыкли считать сильными мира сего. У него не будет охраны, чинов, амбиций. Но при этом он будет слышен, видим, узнаваем. Его появление станет шоком, не потому что он что-то скажет, а потому что от него начнут отводить глаза. Старец Стефан оставил подробное описание Белого царя, не в аллегориях, не в притчах, а в реальных признаках,
по которым, по его словам, каждый сможет узнать того самого. Главное быть внимательным, потому что он уже здесь. Он не на троне, он не в новостях, но он живет, ходит, дышит, смотрит, готовится. Стефан писал: «Он не будет стар, но и не будет юн. Лицо его будет привычным, но не запоминающимся. Он будет в гуще народа, но никто не назовет его лидером, пока не наступит нужный час». Это описание пугает своей точностью, потому что оно ломает все стереотипы. Это не монарх в мантии и короне, не президент в костюме, не полководец на трибуне. Это человек, который не просит власти, но при этом, когда заговорит, его услышат даже те, кто не хотел слушать. У него не будет программы, не будет лозунгов, он не будет просить, он будет констатировать. И все, что он скажет, будет звучать не как идея, а как приговор. Он будет странно спокоен. Его речь редка, его жест сдержан, его взгляд глубок. Люди будут бояться его, не понимая почему. Так описывал его Стефан. Это не мистика, это психотип, архетип. Та самая фигура, которая разрывает шаблоны. Он не будет бороться за влияние, но все, кто против него, потеряют почву на ногах. И главное — кровь. Прямая линия, уходящая вглубь веков. Потомок рода, который считали исчезнувшим. Мальчик, а затем мужчина, о происхождении которого долгое время никто не знал и не догадывался. Но именно в этом его сила. Не в должности, не в деньгах, а в корне, в связующей нити, которую невозможно подделать. Старец утверждал, в его крови будет знак, не на теле, в духе. Его род пройдет сквозь бури и века, чтобы возродиться в точке, где прошлое встретится с будущим. По этим описаниям начинается охота, неофициальная, закрытая. Разные силы, духовные, политические, оккультные, уже ищут этого человека. Потому что если он выйдет на свет, старый порядок рухнет. Не сразу, но необратимо. Потому что его появление будет не борьбой, а фактом, таким же, как восход солнца. Его нельзя отменить, его можно только принять или бояться. Говорят, он будет лишен страха. Не потому, что он дерзкий, а потому, что он знает, кто он. У него нет нужды доказывать, у него знание. Старцы писали, что он будет молчать долго, но когда заговорит, замолчат даже те, кто всегда говорил громче всех. О его биографии пока неизвестно ничего. Но сам Стефан указывал, что он появится в одном из воспламененных регионов, там, где земля трескается от напряжения, там, где судьба государства будет висеть на волоске. И именно там он скажет первое слово, без призыва, без предавания, просто обозначит себя. И этого будет достаточно. Старец описывал его как человека в одежде, не выделяющейся, но всегда чистой. Он не беден, не богат. Он вне системы, и потому опасен для нее, потому что его нельзя купить. У него нет уязвимостей, которые можно использовать. Его опора — не власть. Его сила в нечто невидимое глазу, но чувствуемое каждым. Почему молчит церковь? Страх перед белым царем, о чем не говорят духовные лидеры? В то время как миллионы людей читают пророчества, ищут знаки, обсуждают грядущее, в официальной церковной среде царит подозрительное молчание. Ни опровержений, ни объяснений, ни анализа. Словно темы не существует, но это не случайность, это стратегия.
Слишком много совпадений, слишком точные формулировки у Стефана, слишком опасная правда, если признать ее, и слишком неудобная фигура, если она действительно существует. За закрытыми дверями в духовных институтах начали происходить странные вещи. Архивы, связанные с пророчествами, исчезли, письма с упоминанием Белого Царя заперты, а имена тех, кто пытался распространять эти тексты, больше не звучат с Амвона. Все, что связано со старцем Стефаном в современной церковной бюрократии, помечено негласной меткой «не подлежит обсуждению». Почему? Ответ на поверхности. Его пророчества подрывают иерархию. Они говорят о том, что фигура, способная изменить ход истории, появится вне церковной вертикали, без посвящения, без сана, без одобрения сверху, а значит вне контроля. Белый царь, по описаниям Стефана, будет опережать любую догматику. Он не будет враждовать с верой, но и не будет служить ее структурам. Он над ними, потому что его задача не поддерживать порядок, а обнажить правду. А правда, как известно, для многих слишком неудобна. Поэтому в церковной среде пошел молчаливый приказ не трогать тему, не упоминать, не цитировать. Церковь боится не фигуры, она боится реакции народа на эту фигуру, потому что она неуправляема, потому что она органична, потому что если Белый царь скажет «встань», никто не будет спрашивать разрешения. И тогда все прежние формы рухнут. Некоторые архимандриты уже покидают свои посты. Не громко, не публично, но последовательно. Те, кто ближе к старым пророчествам, чувствуют что-то близко. И когда оно проявится, даже золотые купола не спасут от того, что начнет происходить внутри людей. Церковь чувствует это. Именно поэтому ее молчание – самое громкое из всех звуков.